Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем говорить о законе Ома для цепи переменного тока. У вас в арсенале на сегодняшний момент уже есть две формулы закона Ома. Это классический закон Ома для участка цепи, там, где мы говорили, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Закон Ома для полной цепи, где там ЭДС, деленное на полное сопротивление. Дело в том, что в цепях постоянного тока мы рассматривали только активные сопротивления, и резисторы какие-то, сопротивление самого источника. То в любой цепи, любой реальной цепи переменного тока всегда есть, как правило, что и активное, и емкостное, и индуктивное сопротивление. У нас есть нарисовать в общем виде, допустим, нарисуем такую цепочку. Вот, обычно змейкой показывают, что это переменный ток. И покажем, что здесь есть и резистор. Это сопротивление проводов, нагрузки какой-то, который включаете, лампочка и так далее. И конденсатор. Провода тоже обладают емкостью, и, соответственно, система проводов может обладать емкостью. И катушка. Катушка – это обмотка, допустим, трансформатора внутри источника. То есть, получается, все элементы, как правило, что присутствуют. Так. И поэтому что? Приходится, если бы это была цепь постоянного тока, мы с вами написали бы, что общее напряжение равнялось бы напряжению. Давайте я здесь обозначу. Это у нас R, активное сопротивление. Это у нас что? XC, это у нас XL. Мы так с вами договорились обозначать. И мы написали бы, что это XR плюс UR, UC и UL. Скалярная сумма здесь, наверное, все-таки не очень подойдет. Почему? В прошлый раз мы с вами показали, что колебания напряжения на резисторе, на емкости и на индуктивности, что они происходят в разных фазах. Где-то опережает, где-то отстает, напополам. И поэтому для расчета полного напряжения все-таки потребуется не скалярная, а векторная сумма. Поэтому давайте для начала сделаем так называемое векторную диаграмму напряжения. По ней очень удобно и понятно становится, как найти общее напряжение. Что значит векторная диаграмма? Это не график, это просто такая штука, которая позволяет разобраться с углами. Допустим, сила тока у нас будет по горизонтальной оси. Это пусть будет какая-то вертикальная ось, сейчас мы с ней разберемся. Здесь у нас будет. Что мы говорили? Что колебание напряжения на резисторе совпадает с колебанием силы тока. Поэтому что? Я так обозначу. UR, то есть напряжение на резисторе будет в той же самой фазе, что и сила тока. А из-за огромной скорости, помните, что электрическое поле со скоростью света распространяется в проводнике, сила тока в данный момент времени, она везде будет одинакова. В данное мгновение. Так, дальше что мы говорили? На катушке напряжение у нас опережает силу тока, поэтому я здесь показываю на пи пополам, как раз. Это пи пополам. А на емкости отстает от силы тока на пи пополам. Вот такая диаграмма. Она сразу позволяет, очень удобно вычислить. Поэтому в этой форме я сделаю замену. Я здесь поставлю, условно говоря, вектора. Хотя, конечно, это не векторные величины, но здесь по нашей схеме мы будем именно находить векторную сумму. Итак, как найти сумму всех напряжений в данной цепи? Сначала, наверное, легче разобраться с теми двумя напряжениями UL и UC, которые направлены вдоль одной прямой. Если, скажем, одна, условно говоря, 40 вольт, другая 20 вольт, чему будет равняться общее, если не в разных направлениях? Она будет равняться разности. Поэтому что? Я, условно говоря, переношу это напряжение сюда. И разница, я ее обозначу, это будет UL минус UC. Это будет какой-то новый вектор. Так, ну-ка я попробую другим показать. Это будет вектор разницы. Угу. И дальше осталось что? Нам эти два вектора, мы уже нашли векторную сумму UC и UL, сложить с вектором напряжения на резисторе. Это будет не что иное, как этот новый вектор. Получается общее напряжение цепи. Так, здесь пусть какой-то угол φ, мы потом к этому углу еще попозже вернемся. Так, теперь давайте, дальше идет чистая математика, давайте разберемся, как бы мы находили этот вектор напряжения. Рассмотрим, давайте, прямоугольный треугольник. Он, прямоугольный треугольник. Один катет у него равняется UR, другой катет будет равняться разнице между UL и UC.
по теореме Пифагора чему равняется общее напряжение? U будет равняться корень квадратный UR, то есть напряжение на резисторе в квадрате, плюс вот это вот скобочка в квадрате. UL минус UC, все это в квадрате. Ну и, значит, чтобы как-то прийти к закону Ома, значит, да, мы должны помнить, значит, да, что, соответственно, что нам как бы хорошо бы ввести сюда силу тока. Для этого что? Если я сюда введу силу тока, это И умноженное, значит, на какое-то полное сопротивление. Давайте мы так договоримся. Пусть полное сопротивление мы обозначим буквой Z. Это полное сопротивление всей цепи. Сейчас мы получим для него выражение. Тогда вместо U, значит, я могу написать, что это сила тока какая-то, умноженная на полное сопротивление. Если я в каждую из этих слагаемых подставлю тоже силу тока, это сила тока умноженная на R, это сила тока умноженная, значит, на XL, сила тока умноженная на XC, и сила тока у нас вынесется, получается, из-под корня. У нас останется следующее. Это будет I, это будет R в квадрате, плюс XL минус XC. Все это в квадрате. Силу тока можно будет освободиться и получаем выражение для полного сопротивления. Вот это, ребята, конечно, значит, нужно запомнить. Z равняется полное сопротивление. Она учитывает все элементы. Это квадрат активного сопротивления. Вот оно. И плюс XL минус XC. Все это в квадрате. Интересно, что вот эта вот скобочка, ее принято называть реактивным сопротивлением. R активное, а это реактивное сопротивление. Реактивное сопротивление. Не знаю, почему такое название, значит, да, но название такое есть. То есть Z это корень квадратный из суммы квадратов активного и реактивного сопротивления. Конечно, значит, да, если у нас нету ни катушки, ни конденсатора, у нас вот это все исчезает, и получится, что Z у нас просто будет равняться R. И тогда закон, опять же, превращается в привычный вам закон U на R. Ну а с учетом всех, значит, нюансов, значит, да, давайте мы запишем уже полный закон Ома для цепи переменного тока. Сила тока в цепи прямо пропорциональна, значит, напряжению. Так, и обратно пропорционально полному сопротивлению. Давайте мы сразу ее можно будет расписать. Значит, да, это, соответственно, корень квадратный R в квадрате. А давайте для того, чтобы вспомнить, мы XL и XC тоже распишем. Это омега L минус единица на омега С, все это в квадрате. То есть в данном случае что? У нас наша модель, наша сила тока будет зависеть от частоты, которую будем, частота тока, которая будет подаваться. Так, ну, несколько позже, значит, да, мы с вами отдельно, у нас тема будет про мощности, там мы, соответственно, более подробно поговорим об этом угле. Значит, да, вот этот угол, вернее, даже косинус этого угла называется коэффициентом мощности. Вот на следующем уже уроке, значит, да, мы об этом более подробно поговорим. Итак, ребята, подводим итоги. Значит, полная цепь, она обладает всеми элементами. И активной нагрузкой или активным сопротивлением, как мы ее называем, и конденсаторами, и катушками и так далее. То есть даже самый пустой провод может обладать и емкостью, и индуктивностью. Значит, да? Так вот, для того, чтобы найти полное сопротивление, мы должны учитывать все вот эти самые элементы. Ну и вот здесь нам помогла так называемая векторная диаграмма. На прошлом уроке мы говорили, что сила тока и напряжение где-то совпадают, а где-то что либо отстают, значит, либо опережают, значит, на π пополам. Вот это сегодня мы использовали для нахождения полного напряжения. Но из формулы полного напряжения мы получили выражение для полного сопротивления цепи переменного тока. Ну и вот он, славный закон. Фактически для людей думающих, значит, да, фактически ничего не изменилось. Значит, да, я мог бы так написать: U деленное на Z. И все то же самое, что и с тем, что вы уже знакомы. Просто Z находится уже потяжелее. Все, спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.